Я, конечно же, в курсе всего этого. Будет стыдно, если это будет неправильный ответ. Так, очень интересный вопрос на самом деле. А что это такое? Это уже неплохо, уже такие серьезные знания. Давайте рассуждать логически. Так, я так поняла, Айша обратно входит в игру. Да. И мы вместе сейчас найдем ответ. Вы немного так грустно сказали, это окончательный ответ, хотя это правильный ответ. Ой, приятно. Иман, поздравляем вас от всей души. Вы в полуфинале проекта «Классная тема». Это крутой результат, это признание вашего труда и таланта. Иман, давайте начнем с самого начала. Как вообще получилось, что вы решили попробовать свои силы в классной теме? Что вас подтолкнуло подать заявку? Спасибо большое. Проект «Классная тема» — это телевизионный проект, созданный по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для повышения престижа профессии учителя. Дело в том, что я являлась большой поклонницей данного телешоу, смотрела все 3 сезона, и особенно вдохновлял тот факт, что последние 2 сезона выигрывали именно учителя химии. Это сыграло свою определенную роль. Я подала заявку на 4-й сезон, но, если честно, я и подумать не могла о том, что я смогу попасть в число 35 полуфиналистов. Дело в том, что в этом году было рекордное количество заявок, а именно 6720 со всей страны. Это безумно талантливые и сильные педагоги, и пробиться в число 35 полуфиналистов для меня это на самом деле большое достижение, я очень этим результатом горжусь. А финал когда будет? Финал состоится уже в ноябре. В конце сентября, с 23 сентября по 1 октября пройдет народное голосование, и именно по результатам народного голосования будут отобраны 7 финалистов, то есть по одному учителю-предметнику на каждый предмет. И попасть в это число 7 финалистов — это уже огромное достижение, ты туда попадаешь как, например, лучший учитель химии уже. Вот. И на конец года запланировано телевизионное шоу, эфир, и там уже состоится официально вот это шествие победителя. Иман, как вы думаете, ваше участие в проекте как-то скажется на ваших учениках? Может, они по-другому теперь посмотрят на химию или вообще на учебу? Да, на самом деле есть такое стереотипное мышление, что химия — это скучная вообще дисциплина, это скучный свод формул, каких-то уравнений, но на самом деле мои ученики, они безумно любят химию и очень сильно гордятся тем, что я попала в число полуфиналистов. Они каждый день буквально пишут мне, поздравляют и говорят о том, что очень сильно гордятся тем, что у них такой вот амбициозный молодой учитель. Да, безумно сыграла роль. Иман, какие у вас вообще ожидания от участия в проекте? Есть ли что-то, что вы хотели бы рассказать или показать о своей работе? Ожидания от проекта. Проект мне дал новые знакомства. Я познакомилась с очень интересными, талантливыми учителями со всей страны, с разных регионов. Особенно интересно узнавать, как обстоят дела в разных регионах. Я узнала много нового для себя. Также участие в данном конкурсе дает мне определенный профессиональный рост, развитие. Это в любом случае играет положительную роль. Динамика движется в положительном направлении, и я рада, что оказалась в этом телешоу. Иман, надеюсь, вы победите в проекте. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Айша, что вас привело в профессию учителя математики? В профессию учителя математики это не было спонтанным решением мое, это был осознанный выбор еще в начале раннего возраста, когда я еще пошла в 1 класс, когда у детей бывают столько вопросов, почему так, то такие глобальные вопросы. Я видела, что мой первый учитель, мой классный руководитель, да, начальных классов, который смотивировал меня на этот предмет. И больше всего, кроме математики, я в школе работаю как в 2 направлениях. Это по воспитательной работе педагог-организатор и по математике учителя. Для меня это абсолютно 2 естественных сочетания в том плане, что математика изучает точную науку, а воспитательная работа больше всего развивает. Если мы на уроках больше всего развиваем интеллект, то есть логику, то именно в воспитательной деятельности мы больше характеризуем самих детей, то есть, как в школе называется, это soft skills, работа с детьми, брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Айша, вообще математика часто вообще вызывает у людей либо страх, либо восторг. Вообще, что для вас значит математика? Математика, как мы знаем, это точная наука, да, и об этом говорит вся Вселенная. То есть все математические признаки, все это можно применить в жизни. Да. Вызывает страх. Почему? Потому что дети видят такие, так сказать, сложные, такие изящные
какие-то решения задачи, решать какие-то примеры сложные, и тем самым моя задача больше мотивировать этих детей, показать им, что это не так, и больше показать им какие-то термины, какие-то жизненные позиции и так далее. Хорошо, надеюсь, ваши ученики прислушаются к этим советам. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас ответ. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Так, пожалуй, мы выберем подсказку «Звонок другу». И Это точно. 50 на 50. И да, 50 на 50. Хорошо. И первый вопрос звучит так. Название какого химического элемента связано с именем злого подземного гнома? Неон, аргон, ванадий, кобальт. Так, этот вопрос больше ко мне, я так Да, понимаю, с химией я поэтому- вообще не дружу. Единственное то, что я знаю, что есть таблица Менделеева, и что вода — это H2O. Это уже неплохо, уже такие серьезные знания. Так, название какого химического элемента связано с именем злого подземного гнома? Ну, я так полагаю, что вариант ответа D – кобальт. Кобальт – химический элемент, названный в честь злого подземного гнома Кобальда. Абсолютно верный ответ. В средние века горняки верили, что этот гном портит руду, не давая извлечь из нее полезный металл. Несмотря на то, что кобальт является ценным металлом, его соединения действительно могут быть ядовитыми. Кто хочет стать миллионером, 15-м финальным, и там выигрыш, кажется, был 1 миллион или 1,5 миллиона. В нашей программе он звучит первым, и вы его абсолютно Очень символично. знаете. Второй вопрос. Что по старинному обычаю клали у порога, когда невестка впервые входила в новый дом? Бурку, молитвенный коврик, черкеску, кинжал. Мне кажется, мы сразу отбрасываем вариант ответа С. Да. Черкеску. Почему? Потому что это национальный мужской костюм войнахов, да? Мгм. Кинжал тоже с ним отпадает тогда. Кинжал тоже, в этом Да. логики нет. Молитвенный коврик тоже сомнительно, потому Да. что это все-таки молитвенный коврик. На порог не положишь. Так, остается вариант ответа А. Да. Мы выбираем вариант ответа А – бурку. В старину, когда невестка впервые входила в новый дом, у порога клали бурку. У чеченцев на свадьбу принято приходить всем желающим без приглашения, и в ней сохранились черты, возникшие на различных этапах исторического развития народа. Абсолютно верный ответ. Неплохое начало. Третий вопрос. Как зовут первую чеченскую летчицу? Лялина Суханова, Ларина Евмурзаева, Асят Батукаева, Барият Нанаева. Я пытался составить вопрос таким, чтобы это было немножко так женскими, что ли, эти вопросы. Да, это прослеживается в каждом вопросе. Так, давай думать. Я уже знаю ответ на этот вопрос. Почему? Потому что еще в детстве мне бабушка рассказывала про нашу чеченскую летчицу. Это первая летчица, которая участвовала в международных и всероссийских Полетах, да? полетах. Мгм. Да. Это Ляля Насуханова. 100%. Все, тогда вариант ответа А. Да. Лялина Суханова – первая чеченская летчица и парашютистка. Это абсолютно верный ответ. Она стала бронзовым призером первых соревнований по самолетному спорту СССР среди женщин в Москве и была членом сборной команды СССР по высшему пилотажу. Ну, это очень впечатляет, на самом деле. Четвертый вопрос. Кто такой Амри Бока? Проповедник, герой нарского эпоса, рыцарь средневековья, политический деятель. Так, кто такой Амри Бока? Если честно, у меня сразу возникло ощущение, что правильный вариант ответа Б – герой нардского эпоса. Я больше склоняюсь к этому варианту. А ты, Айш, как тебе кажется? Вообще нардский эпос — это у нас объединение героев, да? Да. Наших народов, Мгм. эпохи происхождения, да, и приключения самих этих героев. Ты тоже склоняешься, да, к этому варианту? Или все Или, же? мне кажется, рыцарь средневековья, деятель. Так, ну, у нас мнение разделилось, получается. Даже не знаю. Может воспользоваться подсказкой? 50 Честно, на я 50. первый раз слышу про этого деятеля, да. И, не думаю, что это политический деятель. Ну, я тоже. Этот вариант сразу отпадает. Да. Проповедник тоже навряд ли. Да. Не думаю, что это Либо проповедник. Б, либо С, да? Да, давай возьмем подсказку 50 на 50. Давай. Если останутся эти два Ну, варианта, это- это будет просто растрата подсказки. Ну ничего. Да, мы берем 50 на подсказку. 50. Да, 50 на 50. И уберите два неверных варианта ответов. И у вас остается А и С.
проповедник, либо рыцарь Средневековья. Рыцарь Средневековья. Тогда да, мы выбираем вариант ответа С, рыцарь Средневековья. Амри Бока, прославленный чеченский воин и предводитель Тусхароя, абсолютно верный ответ, вместе с 40 верными соратниками часто участвовал в военных походах, помогая отражать врагов и восстанавливать справедливость. Он внушал уважение и страх далеко за пределами родных земель. Амри Бока был похоронен на своей родине в Тусхарое. Еще 1 балл в нашу копилку получается. И 5-й вопрос, правда, без одной подсказки. Но у вас осталась одна подсказка, это звонок другу. Вообще, кому вы хотели позвонить? На самом деле мы до того, как пришли, обговаривали этот момент, Да. и единогласно мы решили, что позвоним нашему коллеге Мухаммаду, это учитель обществознания, победитель, абсолютный победитель конкурса «Молодой педагог» 2025 года, и нам кажется, что он нам Поможет. точно сможет. Ну, я думаю, мы проверим. Это в ходе программы. И 5-й вопрос звучит так. Какой химический элемент преобладает в составе каменного угля? Водород, углерод, кислород, сера. Могу что-то сказать вам? Давайте. Так сказать, подсказать. Давайте. Но вдруг это вас запутает еще больше. Нет, всё-таки Поэтому давайте. нужно ли? Все эти элементы входят в состав каменного угля. Все входят. Да. И В вопрос, той наверное, или иной будет, мере, да. какой Преобладает. преобладает? Опять-таки не могу обратиться к своей коллеге. Смотрите, водород, он там будет в очень маленьком количестве. Вот я выбираю между вариантом ответа С и Б, но мне кажется, что все-таки правильный вариант ответа Б — углерод. Да, я выбираю вариант ответа Б — углерод. Айша, вы согласны? Может, с помощью математических расчетов как-то можете все же подсказать? Это уже про химический элемент, поэтому никак. Поэтому да. Б. В составе каменного угля преобладает углерод, составляющий от 75 до Я не сомневаюсь. 92% его органического вещества. Помимо углерода, уголь содержит водород, кислород, серу и азот. Именно количество углерода определяет теплоту сгорания угля. Было бы стыдно ответить неправильно. Иман, ну, химия для многих такая страшная, в кавычках, наука. Как вы умудряетесь сделать ее понятной, простой, интересной? В чем секрет? Дело в том, что проблема многих учебных заведений в том, что не идет акцент на практикоориентированное обучение. То есть, например, как я работаю. У меня есть определенный теоретический блок. По итогам прохождения вот этого теоретического блока эти знания ученики мои используют на практике, то есть проводят какие-то эксперименты, решают кейсовые задачи. И именно в таком формате материал запоминается лучше, и мои ученики, у них есть положительная динамика, если сравнивать, какими были их знания в начале моей профессиональной деятельности и в конце года учебного, то там есть такой серьезный масштабный сдвиг в лучшую сторону. Я дополню к твоим словам. Давай, Это то, пожалуйста. что Иман Хасанбековна — это не просто учитель нашей школы, это лучик света для нас, свежий ветерок, так сказать, Спасибо. который освещает все наши комнаты. Ее грамоты — это не просто достижение, да, а горящие глаза ее учеников, это уверенность в себе. И в любом случае я желаю ей удачи. Спасибо, Айш, большое. Я ее не заставляла. Такой отзыв от коллеги, конечно, много о чем говорить, Иман. Айша, вообще кем вы стали бы, если бы не учитель математики? Режиссером, мне кажется, потому что каждый урок для нас как мини-спектакль, в том плане, что режиссер пишет сценарий, да, и учитель пишет тексты. Мы являемся как и актерами, то есть вовлекаем этих детей, бываем и операторами, да, в том плане, что мы должны со всеми уследить, и режиссером-постановщиком в том плане, что мы создаем ту атмосферу, которая рождается мысль. Так что мы в этом жанре, в таком документально-образовательном жанре, кино с элементами интерактива. Кстати, очень хорошее сравнение работы режиссера с работой учителя. Неожиданно в какой-то степени. Иман, что вообще зажигает вас каждый день? Что есть силы приходить в класс каждый день, делиться с учениками своими знаниями? Ответ будет банальным, но на самом деле сами ученики. То есть, когда я вижу, когда ко мне подходят ученики, здороваются, когда я вижу блеск в их глазах при изучении какого-то нового материала, это безумно заряжает, безумно мотивирует развиваться, расти, становиться лучшей версией себя для того, чтобы качественно передавать им знания.
Има, надеюсь, ваши ученики также разделяют ваше мнение об учебе, и, надеюсь, они также стремятся к самосовершенствованию, Я тоже желанию надеюсь. быть лучше. И давайте мы продолжим нашу игру, если мы Давайте. готовы. 6-й вопрос. Из чего изготавливались газыри? Деревянных и камышовых трубочек, серебра и золота, слоновой и моржовой кости, рога тура и буйвола. Так, я так поняла, Айша обратно ходит в игру. Да. И мы вместе сейчас найдем ответ. Да, давайте начнем с того, что такое газыри. Газыри — это патронники, это такой атрибут национальной нашей одежды у мужчин. В старину они изготавливались из слоновой кости и моржовой, из слоновой и моржовой костей. И также из дерева, но тут нет варианта ответа дерева, есть вариант ответа из деревянных и камышовых трубочек, но мы больше склоняемся к варианту ответа С, да, Айш? Мы тебе? или ты? Я буду говорить за себя, да, я. А ты, Айш, как думаешь? Вообще я знаю, что в других наших национальных именно танцевальных каких-то праздников, мероприятий, что обязательно в этом костюме, да, черкесские они называются, да. что это обязательно газыри. Наличие газырей, да? да? Да, Мгм. это обязательно. Да, И, обязательно атрибут. Из чего они изготавливались? То мне кажется, что деревянных и камышовых трубочек еще с раннего Да. периода. Ну, значит, наше мнение разделилось. Опять, не опять основа. Нет, я просто знаю, что из дерева и из кости, из деревянных камышовых трубочек, камышовые трубочки, они полые внутри, это не совсем дерево, мне кажется. Так, Аша, ты говоришь, что вряд ли в горах Чечни в доступности были слоны и моржи, чтобы из них, из костей изготавливать газыри, да? Но Да. это довольно-таки весомый аргумент, я тоже согласна. Смотрим на мою интуицию, Тогда, да, да, теперь? проверяем интуицию Да. Айши, и мы выбираем вариант ответа А, деревянный Деревянных и камышовых, да, камышовых трубочек. Газыри традиционно изготавливались из деревянных или камышовых трубочек. Декоративные головки, выступающие из специальных карманчиков на черкеске, делали из дорогих материалов. Слоновой и моржовой кости, серебра, железа, а также рога тура и буйвола. 7-й вопрос. Как зовут первого чеченского доктора химических наук? Саламбек Хаджиев, Межидов Вахид, Зинаида Хасбулатова, Хамзат Ибрагимов. Я приятно удивлена увидеть в этом списке имя своего преподавателя, Зинаиду Хасбулатовну. Это замечательный человек, безумный профессионал своего дела. Она также является доктором химических наук, но если говорить о том, как зовут именно первого чеченского доктора химических наук, то, скорее всего, это не она. Я склоняюсь к варианту ответа Д. Хамзату, да, К Ибрагимову, Хамзату Ибрагимову, да, мне кажется, он был раньше. чем Зинаида Хасбулатова, тоже слышала про нее. Хамзат Ибрагимов, первый чеченский доктор химических наук, защитивший свою диссертацию в 1980 году. Он также является одним из основателей и первым президентом Академии наук Чеченской Республики. 8-й вопрос. Как называется первая профессиональная чеченская рок-группа? «Мертвые дельфины», «Зама», «Рани», «Бикхан». Очень интересное Интересно. название на самом деле. Вообще, Тут уже чеченская музыка, да? Да, тут тематика чеченская музыка, я так поняла, но на самом деле мы не совсем являемся целевой аудиторией. Виктория, да. Так, но чисто по интуиции, если, наверное, Зама? Бикхан звучит более реалистично. Мертвые дельфины, Мне навряд так ли. не кажется, ранее А. тоже нет. Зама? Зама или Бекхан. Просто у нас очень любят называть ансамбли в честь кого-то. Именно, мне кажется, Бекхан. Тебе кажется Зама, да? Ну, с этим вопросом... Может, так назвали Заму, не только Бекхана? А Зама — это имя? Есть Зама, типа период, нет? такое? Нет, есть имя, я Да? слышала такое. Я не слышала просто. Так, ты считаешь, что Зама, я Зама. считаю, что Бекхан. Бекхан. У нас одна подсказка, этот человек вообще не будет в курсе всего этого, поэтому можно считать, что подсказки нет. Вряд ли на мертвые дельфины, да, Да, все-таки вообще даже название отпадает. такое удручающее, какое-то мрачноватое. Рани, ну, тоже не думаю, что они могли Вообще бы так относится назваться. Да. В чеченской рок-группе. Так, давай тогда какой-то компромисс. Зама, Бекхан.
Смотри, чеченская рок-группа, скорее всего, в составе были преимущественно мужчины. Вряд ли женщины почему? входили в состав чеченской именно рок-группы. Мне кажется, что они могли бы назваться в честь своего основателя Бекхан. Мне так кажется. Не знаю. Давай, А ты. может, профессионально были уже в Чечне девушки, которые Я сомневаюсь, что им начали разрешили свою бы карьеру даже. в рок-группе, А, а может, с них все это начали. Ну, не знаю. Давай мне тогда так на кажется. интуицию. Давай. Ну, Давай, я за мой выбор. ну да. у Ну, нас пожалеешь, мнения пожалеем, разделились. не пожалеем, не пожалеем. И ваш ответ? Зама. Так, мой ответ Бекхан, ну я посмотрю. Давайте, да, Б. выберем заму. Если неправильно, то потом второй раз, да? Б. Если Зама. Аша неправильно ответила. Да. В 1982 году Али Димаев создал первую профессиональную чеченскую национальную рок-группу «Зама» при Чечено-Ингушской госфилармонии. Абсолютно верный ответ. Она совершила настоящую революцию в культурной жизни. Их композиции стали яркими примерами синтеза народной музыки и современного рока. Неожиданно, Ты говорил только про но я не Бекхана. сомневалась, на самом деле, в своей коллеге, поэтому и прислушалась к ее мнению. 9 вопрос. Мы опять возвращаемся в химию. И звучит довольно-таки сложно. Сам вопрос, так и ответы. При каких условиях энтальпия реакции показывает количество теплоты, выделяемой или поглощаемой в ходе химической реакции? Изохорно-изотермических условиях, изохорно-изобарных условиях, изобарно-изотермических условиях. При всех перечисленных условиях. Я желаю тебе уже удачи. Соглашусь с тем, что вопрос действительно сложный, сложные термины такие. Так, Ты вообще знаешь про эти химические реакции? Ну, было бы стыдно не знать про это, будучи учителем химии. Я, конечно же, в курсе всего этого, и сейчас отвечу, надеюсь, что правильно. Так, при каких условиях энтальпия реакции показывает количество теплоты, выделяемой или поглощаемой в ходе химической реакции? Так, я сразу для себя наметила вариант ответа, и мне кажется, что он будет верным. Мой вариант. Или 50 на 50? Но у нас уже нет этой подсказки, у нас есть только звонок другу, но Мухаммад, как обществовед, он мне в этом никак не поможет. Может, он успеет погуглить? А есть там Ну, какой-то послала. временной промежуток вот звонка? Нет. Ограничений нет, да? Нет. Давай последнему, Ну 50 вот самый нет, мне на последний. самом деле стыдно к нему обращаться с Да. вопросом, связанным с Химией. химией, да, на самом деле. Так, мне кажется, что вариант ответа С, да, Кажется. кажется, да, потому что я, если честно, не уверена. Мне кажется, либо А, либо С, потому что вот этот термин изотермических условий, это, говорит о том, что там температура. Вот, а вот изобарно, это еще и про давление. Изохорно, так, наверное, вариант ответа С, мне кажется, все-таки будет правильным. Это окончательный Могу ответ? ошибаться, да, это окончательный ответ. Вы немного так грустно сказали, это окончательный ответ. Хотя это правильный ответ. Ой, приятно. Энтальпия реакции показывает количество теплоты, которое выделяется или поглощается в ходе химической реакции в изотермических условиях. Я Умница. рада, что ответила правильно. Да, было бы стыдно не ответить. Иман, Айша, я вас поздравляю, вы абсолютные победители. Небольшие подарки от телекомпании. На самом деле было безумно приятно принять участие в данном телешоу. Мы давно мечтали об этом, можно сказать, и мы рады оказаться здесь. Только положительные эмоции, вопросы были очень интересными, и на самом деле много нового мы тоже сегодня узнали, да? Да. Спасибо вам большое. А я присоединяюсь ко всем словам Иман. Реально было все познавательно. Спасибо вам огромное за приглашение. Будем ждать еще. Да. Иван, Айша, я поздравляю вас за такую интересную игру. Спасибо, что приняли приглашение, пришли. Горд, что вы победили. Иман, я вам также желаю удачи в проекте. Надеюсь, Спасибо вы большое. победите. И, конечно, пусть ваша такая важная, нужная работа приносит вам всегда радость. ЛС Хелщин.